У цэлым для правядзення капітальнага рамонту, пабудовы, збудавання, набыцця мэблі і тэхналагічнага абсталявання для устаноў адукацыі Брэсцкага района пры падрыхтоўцы да новага навучальнага года было выдаткавана больш за 5 мільёнаў рублёў. Капитально отстроенный, реконструированный сад в деревне Скоки стоимостью более 4 миллионов рублей. Это полностью, так скажем, под ключ. Было проведено ремонтных работ на сумму более 300 тысяч рублей. Сярэдняя школа ў вёсцы Новая Лышыца ў гэтым годзе адзначыць свой 45-гадовы юбілей. Два залатыя медалісты і добры вынік паступлення выпускнікоў у розныя вышэйшыя установы гавораць аб тым, што тут працуюць педагогі высокага ўзроўню. У школу з задавальненнем ідуць працаваць і маладыя спецыялісты. Моя специальность как педагог социальный, она направлена на оказание помощи детям, поддержку и многое другое. Я давно хотела связать свою жизнь именно с иностранными языками. Кроме того, у меня в семье много учителей. Именно поэтому я выбрала университет Брестский государственный и именно преподавательскую специальность. Школа ў гэтым населеным пункце полностью готова до новага навучальнага года. Будзе працаваць і новая сталовая. Ужо 1 верасня заведамі тут прыйдуць 170 вучняў розных классов. В этом году все мероприятия по ремонту и подготовке школы к новому учебному году были выполнены за счет спонсорских родительских средств, за счет спонсорских средств, выделенных ОАО «Остромячево». А ў чэрвенях у новым навучальным годзе за парты сядуць адразу 630 вучняў. Гэта стала магчымым дзякуючы новому навучальнаму корпусу, які пабудавалі за лета. Мы уже можем говорить о том, что школа сдана, подписаны паспорта готовности, и это был такой самоотверженный труд учителей, техперсонала, даже родители помогали. Поэтому на сегодня мы готовы принимать наших 660 учеников. У сферы увагі новы навучальны год і ў супрацоўнікаў МНС. Вядзецца маніторинг стану пажарнай бяспекі, правяраецца сістэма апавяшчэння, стан шляхоў эвакуацыі. В период подготовки к новому учебному году работники отдела по чрезвычайным ситуациям в первую очередь были ориентированы на оказание помощи в решении проблемных вопросов. И надо отдать должное отделу по образованию, в целом районному исполнительному комитету, коллективам в организации выполнения рекомендаций органов государственного пожарного надзора. Юрий Печур, Владимир Казаков, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».